и правозащитники, и так называемые независимые журналисты, они являлись частью этой кампании. Уравнивали жертву с палачом. Вот правозащитная миссия Мемориала и других, которые работали под колпаком российских спецслужб. Они все работали под колпаком российских спецслужб. А тех, которые не работали под их колпаком, или их похищали, или их вырезали, или их бомбили. Вот этот феномен, когда на оккупированную территорию вслед за армией, вслед за убийцами едет некий российский правозащитник заниматься некими правами человека. То есть как это вообще вяжется с конфликтом интересов? Потому что русские вообще-то представляют никакую не объективную сторону, а сторону агрессора, сторону России. Были события, которые потом называли геноцидом русских. Очень много русского населения и в станицах, и еще больше в Грозном. В какой период и в каком месте эти правозащитные организации уравнивали жертву с палачом, вот это и был показатель того. То, что мы наблюдали в Украине, да, это они там не успели просто вот так сильно раскрыться, потому что украинцы осознали на самом деле относительно правозащитных организаций, они поняли, чем они занимаются. Хотя они не до конца понимают, или не все до конца понимают, связанное с хорошими русскими, которые сегодня якобы выступают за Украину, но это те же люди, которые привели сегодняшнюю ситуацию и Россию, и привели эту войну в Украину. Российские правозащитники поехали в Чечню заниматься правами человека, и никому в голову не приходит, что как может сторона оккупанта ехать заниматься правами человека, передавать информацию на Запад москвоцентричную, скрывать информацию, которую передали бы чеченцы. И это все как бы продолжается, потому что сегодняшние хорошие русские – это абсолютно та же самая модель, когда их наделяют некой объективной функцией, но они не являются объективной функцией, они являются стороной России. Простите, получается, чтобы пойти воевать в Абхазии, а это воспринималось тогда как благородное дело, защита абхазского народа от грузинской агрессии, так, по крайней мере, тогдашняя российская свободная пресса это подавала, чтобы это сделать, нужно было отправиться в Грозный к Басаеву. Примерно как в 2022 году, чтобы пойти воевать в Украину добровольцам, нужно было отправиться в Грозный, ну, наверное, к Апти Алаудинову и попасть в один из отрядов Ахмата. Когда речь заходила о том, что Чеченская республика независимое суверенное государство, они отнекивались от этого, мы не занимаемся политикой. Но как только они выезжали за пределы Чеченской республики или в России, или же общались с другими международными организациями, они им давали оценку, политическую оценку, что Чечня попыталась разрушить российское новое демократическое государство, потому что это было бы принцип домино, и Россия развалилась бы, и мы не могли бы осчастливить вот людей и Европу. Именно из-за этого началась война, именно поэтому и идет война и убийство народа, чтобы не допустить большего хаоса. Господин Черкасов, как правозащитник, выступал в программе у Виктора Шендеровича на радио «Свобода», и он, посетив Южную Осетию, тоже как правозащитник, рассказывает широкой аудитории, как бы передает политическую оценку ситуации, что, оказывается, Звиат Гамсахурдия был нацист, а Мхедриони были миротворцами. Только что новая газета «Европа», переехавшая в Европу с начала полномасштабного вторжения России в Украину, взялась за старое. 11 января 1995 года новая газета вышла с заголовком на первой странице «Чечня будет жить в России или не будет жить». Написал тогда еще не нобелевский лауреат Муратов, вернувшийся из Грозного.
По его утверждению, 7 января он находился в президентском дворце Джохара Дудаева. И вот в декабре 2025 года правозащитник Черкасов в том же самом издании спустя 30 лет продолжает дело правозащиты. Видео озаглавлено «На кого работал Басаев? Был ли геноцид русских в Чечне? Как спецслужбы провалили Блицкриг». Сегодня мы пригласили в эфир премьер-министра Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, поскольку он является свидетелем и участником защиты Чеченской Республики от русских оккупантов, и никто лучше него не сможет ответить на наши вопросы. Факт-чекинг – это слово стало волшебным в среде либеральной общественности. Давайте и мы проведем проверку фактов, которые излагает правозащитник Черкасов. О причинах и задачах этой публикации мы поговорим в конце программы. А сейчас пункт за пунктом. Ахмед, добрый вечер. Добрый вечер, Инна. Добрый вечер, Андрей. Я тоже приветствую вас и всю нашу многоуважаемую аудиторию. Ассаламу алейкум, саламашу. Я надеюсь, что у тебя было время посмотреть этот ролик «Новой газеты». И сразу к вопросам. Хочу пояснить нашим зрителям, что вброшенные «Новой газетой» темы делятся на оценочные высказывания и прямые фальсификации истории. Ответим и на те, и на другие. Итак, первый вопрос. Утверждение, что генерал Дудаев был заброшен в Чечено-Ингушскую АССР по настоянию Старой площади. Кто не знает, там находился Центральный комитет партии. Из армии по настоянию ЦК КПСС отпускают хорошего генерала Джохара Дудаева. Он находился на хорошем счету. Зачем его отпускать куда-то? Но со Старой площади попросили. Да, конечно, это не ново. Время от времени такие пробросы делались и тогда, когда шла активная фаза боевых действий, особенно после окончания войны, после поражения России в Первой войне, тоже начали снова муссировать тему, что Джохар был заслан в республику, разрушил все, уничтожил народ и выехал за границу и живет и проживает где-то за границей. Это все делалось для того, чтобы дискредитировать не только Джохара Дудаева, но и все наше национально-освободительное движение и всех, кто стоял на позициях независимого чеченского государства. И, в принципе, участники вот этой пропаганды тогдашней, они есть и сегодня. И отчасти и сегодня они возвращаются снова к этой теме. Но разговоры о том, что Джохар уехал и где-то проживает, оно уже со временем отошло на второй план, потому что это, естественно, уже столько лет прошло, и Джохар так и не появился нигде. Они знают, что Джохар погиб. И, конечно, теперь снова они вернулись вот к излюбленной теме, что он был направлен в Чечню КГБ или какими-то структурами. На самом деле это бессовестная ложь, от кого бы она ни исходила. Я был свидетелем этого времени, я участник практически всех событий. Буквально на второй день, когда Джохар Дудаев вернулся в республику, я с ним встретился. Мы с ним встретились в канун съезда Конгресса чеченского народа. 25 числа, 25-го начинался Конгресс, 24-го я встречался с Джохаром первый раз. Это была наша первая встреча. Я тогда был председателем СТД. И Джохар Дудаев после возвращения сразу изъявил желание встретиться с творческими людьми. Ввиду того, что я был председателем СТД, через меня пригласили наших ведущих актеров, барда Алим Султанова. В этот вечер мы разговаривали. 25-го мы с ним оказались снова рядом на съезде. Мы сидели на скамейке, на местах для гостей. Я не был делегатом, и Джохар не был. Я, как председатель СТД, был приглашен туда, и Джохар Дудаев был приглашен. Поэтому я знаю все от начала до конца. Первое появление Джохара Дудаева, когда это происходило и с чем это было связано.
как его избрали председателем ОКЧН и почему его избирали. Потому что не смогли договориться, остановиться на одной кандидатуре. Голоса делились ровно 50 на 50%. Были два кандидата. Это был Зелимхан Яндарбиев от неформальных организаций и от Верховного Совета ЧССР был Лечи Умхаев. И голоса не набирали. И тогда было сделано предложение, а давайте мы изберем Джохара Дудаева председателем. И обе стороны согласились, если главное проголосовали все, и обе стороны согласились, что да, если Джохар будет, то они поддержат его кандидатуру. И обе стороны были абсолютно уверены в том, что Джохар Дудаев не согласится на эту должность общественной организации. Но когда прошло время, и наша делегация ездила в Тарту, они в буквальном смысле слова принудили Джохара, обвинив и заявив ему, что если он не вернется, то они будут считать, что он предал интересы чеченского народа в самый ответственный период жизни. Это было самое больное место для Джохара. Потому что если бы я Джохара не знал бы до начала всех этих политических процессов, это другое. А я первый раз в нашей встрече, я чувствовал, я слышал, я, кстати, в своей книге это описал, нашу первую встречу, его разговоры, все, что было вот в этот вечер. Я знаю, насколько он переживал за чеченцев, за чеченский народ, и насколько он был антиподом вот этой системы, хотя он служил в этой системе. Но, видимо, все-таки служба и в Украине, и в последующем Прибалтике оставили определенный свой отпечаток, свой след. Он уже был другой. Он не был простым, как обычным советским генералом. Это был человек, который вырос уже общался с людьми, которые имели... Что знали, вот Эстония, в частности, это оккупированная страна, Украина, точно так же ликвидированная республика в свое время, как и Горская республика. И поэтому общение и контакты с ними в нем уже выразились совершенно в другом качестве. И, конечно, когда ему сказали, что его могут обвинить, что он в историю войдет как человек, который предал интересы чеченского народа, самый ответственный момент, когда есть возможность восстановить чеченское государство. Вот это на него подействовало, и он отказался от всего и вернулся. Я знаю, я был свидетелем того, как его отзывали наоборот. В Москву. Ему предлагали должности министра обороны, замминистра обороны. Каких только не было посулов, лишь бы он вернулся в Москву и стал в ряд вот с теми, кто сегодня управляет страной. И у него такие возможности были, но он отказался напрочь от этого. Следующее утверждение оценочное. Черкасов утверждает, что выход республик из СССР был спровоцирован ЦК КПСС, чтобы помешать Ельцину. Характерно, что он приводит в качестве доказательства выступление старого маразматика Михайлова в Ельцин-центре в 2019 году. Некоторые республики помыслили из Союза выходить. И тогда вспомнили о том, что у этих республик есть проблемы, где-то уже обозначившиеся, а где-то вполне возможные. Михайлов без какого-либо внешнего побуждения рассказал об этих ухищрениях союзного руководства, ухищрениях, направленных на вот такое хитрое сохранение Советского Союза через управляемую дестабилизацию регионов. Разумеется, речь не шла об искусственном создании подобного рода течений и движений. Чеченское национальное движение, оно существовало, оно в 80-е годы развернулось не раньше. Почему — отдельный вопрос. Но поддержать его с тем, чтобы использовать в давлении на взорвавшегося Бориса Ельцина, вот это вполне можно было сделать. Все, кто сегодня рассуждает на тему того, что он был заслан кем-то для того, чтобы сохранить Советский Союз,
как там в этом фильме говорят и приводят доводы, что вообще все эти процессы, которые начались в Советском Союзе, были направлены на то, чтобы сохранить Советский Союз и против Ельцина, демократа Ельцина. И, конечно, это не соответствует действительности. Чеченская республика в соответствии с тогдашними и внутренним законодательством, и с международными принципами и нормами международного права восстановил чеченскую государственность. Я вижу и по вбросам, по комментариям тролли. Это понятно, что тролли. Чего они хотят добиться? Какую мысль они посылают? Что вот Джохар Дудаев был заслан там ЦК партии, КГБ или я не знаю там кем, чтобы что? Чтобы не было вообще никаких сомнений в том, что сегодня Чечня живет так, как она должна была жить. Вот чтобы чеченцы даже не задумывались над тем, что была война, агрессия, что территория сегодня оккупирована. Это же не просто возникло. Это возникло с тем, что существует наше правительство все эти годы. Если бы мы перестали бы существовать, они вообще не вспоминали бы эту тему. Это бы ушло бы в историю как будто как страшный сон. И никому и никто не был бы заинтересован. Так как мы продолжаем борьбу, это все инструменты, которые были еще в самом начале направлены на дискредитацию нашей борьбы, нашего движения. И сегодня продолжается именно поэтому. Сейчас особенно, когда чеченская тема уже в международных институтах стала незапрещенной, да? Верховная Рада приняла постановление о признании территории оккупированной. Европарламент провел съезд народов Северного Кавказа и был учрежден комитет по восстановлению северокавказских государств, по примеру Чеченской республики. В парламентской ассамблее сегодня рассматривается вопрос создания отдельной платформы для чеченцев. Вот все эти моменты и вынуждают тех говорит о том, что все, что было до этого, что это были провокации, сговоры и античеченская пропаганда, которая способствовала тому, чтобы рассорить чеченцев и русских. Вот все. Просто все отводят от главной мысли, что Чечня была независимым государством, 3 года она просуществовала, и что она сегодня оккупирована, что была агрессивная война. Вот хотят отвести от этого. Главная задача их вот в этом заключается. Следующая фраза, которая очень сильно покоробила, Дудаев провозгласил выход из состава СССР и РСФСР. Президентом стал Джохар Дудаев. Первым же указом он провозгласил независимость Чеченской Республики и ее выход из состава СССР и РСФСР. Дело в том, что и Черкасов, и люди просто забывают, наверное, что есть свидетели этих событий, есть документы. Вот этот указ, о котором он говорит, они не постеснялись, что кто-то возьмет и прочитает этот указ, зачитает. О чем был первый указ Джохара Дудаева? Джохар Дудаев не провозглашал независимость. Джохар Дудаев только подтвердил волю чеченского народа, озвученная на Конгрессе ОКЧН и в последующем принятая Верховным Советом Чечено-Ингушской Республики. Так как ко времени, когда Джохара избрали президентом, республика уже была разделена на 2 республики. И Джохар Дудаев подписал указ касательно чеченцев, что он своим указом подтвердил волю чеченского народа в восстановлении своей государственности. Речь не идет ни об СССР, ни о России, Российской Федерации. Речь идет о том, что Джохар Дудаев подтверждает волю чеченского народа к построению независимого государства. Все. И ничего там подобного по поводу тех измышлений, которые сегодня выкладываются, этого нет и не было в этом документе. И не Джохар Дудаев провозгласил независимость. Джохара Дудаева избрали президентом независимого государства. И это он подтвердил. Это очень важное уточнение, Ахмед, спасибо. Следующий пункт. 2 ноября 1991 года 5-й съезд народных депутатов РСФСР признал незаконным выборы в парламент и выборы президента Чеченской Республики. Какое отношение имел съезд
к независимому государству. 2 ноября 1991 года Пятый съезд народных депутатов РСФСР признал выборы президента и парламента Чеченской Республики незаконными, а 7 ноября 1991 года Борис Ельцин подписал указ о введении в Чечне чрезвычайного положения. Все, что идет сегодня в Украине, началось тогда, в 90-е годы, это просто это подтверждает. Вот как в 22 году, или еще раньше, или чуть позже, как Луганская, Донецкие области Украины стали субъектами Российской Федерации, как Запорожская и Херсонская область тоже стали частью Российской Федерации. Дума провела это самое совещание и признала их субъектами этой страны. Точно так же тогда съезд народных депутатов якобы сделал акцент, что они не признают выборы, прошедшие в другой стране, совершенно в чужой стране. Для них это новое государственное. У них даже своей конституции в это время нет. Когда прошли у нас выборы, и наш народ избрал и парламент, и президента. И более 2 лет Россия вела с ними переговоры с правительством Джохара Дудаева. Есть подписанное межправительственное соглашение о разделе имущества постсоветского периода. То есть воинские части и оружие, которое находилось на территории Чеченской Республики, оно было не оставлено, оно было разделено в соответствии с тем же, как и происходило в республиках Прибалтии, Литве, Латвии, Эстонии, в Грузии. Точно так же после Чеченской Республики этот же процесс прошел и в этих странах. Поэтому это было абсолютно легитимное правительство, созданное и признанное. Отличие на самом деле именно Ельцин и Россия, новая демократическая Россия, и расстреляла вот этот орган, который не признал наши выборы и объявив их врагами этого государства и объявив их нелегитимными. Когда они не разошлись, их из танков расстреляли. Вот разница в чем. И Верховный съезд, который не признал наши выборы в чужой стране, они могли с таким же удовольствием сказать, что они не признают выборы в Соединенных Штатах Америки или еще где-то. Но никакое отношение оно не повлияло ни на чеченское государство до тех пор, пока они не начали агрессивную войну в 1994 году. Вот еще потрясающий пункт. Указ Ельцина от 7 ноября о введении в Чечне чрезвычайного положения был только на бумаге. Реальных шагов не было предпринято, как утверждает Черкасов. Чрезвычайное положение было введено только подписью на бумаге. Действия, воспоследовавшие, они были суматошны, неэффективны и комедийны. Кроме того, было разделение властей, и Верховный Совет тогда это чрезвычайное положение не поддержал. В том-то и дело, когда прилетели ОМОНы и все эти подразделения вооруженные до зубов, некоторые самолеты не смогли приземлиться, а тот, который попросился и его посадили, он был разоружен, посажен на автобус, напоили молоком и отправили их восвояси всех вместе, которые приземлились для реализации чрезвычайного положения. И когда это провалилось, эта акция, силовая акция провалилась, когда вышел весь народ, я в своей жизни не видел так в одном месте много людей, как в эти дни. Все творческие люди, трактористы, учителя, преподаватели с первого дня, как только Ельцин объявил о вводе чрезвычайного положения, народ вышел на площади и на улицы. И в городе не было места яблоку упасть, в городе Грозном, куда попытались приземлиться с десантниками российские самолеты. Их арестовали, их разоружили и отправили. После того, как их отправили, и было принято решение об отмене чрезвычайного положения, которое объявил Ельцин. И сегодня они хотят это представить. А вот те, которые прилетели, и несколько самолетов, груженных десантных самолетов с десантниками, которые приземлились в Чечне, которым не дали приземлиться, это тоже на бумаге они были нарисованы.
Как и было предсказано, мы ждали, что к 11 декабря, к дате начала русско-чеченской войны, русские заговорят об этом. И буквально я видела 2 поста от русских, которые честно написали, в чем дело, что это было нападение на независимое государство. И остальное все пространство, как и было предсказано, было заполнено пропагандой. И вот «Новая газета» тоже, значит, делает такой ролик именно к годовщине начала русско-чеченской войны. И, казалось бы, это ваша страна напала на независимое государство. И о чем фильм, собственно говоря, да? И мы видим, что в композиции к годовщине начала войны основной персонаж – это Шамиль Басаев. О чем же говорить в этот день, как не о Шамиле Басаеве? Есть вещи, которые мы осуждали, мы осудили. Есть вещи, которые никогда из истории взаимоотношений России и Чечни не уйдут, никуда не денут. Если даже Россия исчезнет и перестанет существовать в тех пределах и в тех границах, как государственное образование, но вот эта война, которую они развязали в 1994 году, она останется в истории для всех народов. И пока будут существовать русские, как нация, как этнос, и пока будут жить чеченцы, они всегда будут об этом помнить. И русские понимают и знают, что они совершили злодеяние, что они совершили преступление. И, конечно же, они будут, еще несколько поколений будет пытаться представить эту картину к чем угодно, но не агрессией против независимого государства. И провокациями, диверсиями, терактами будут называть всем, что угодно, но только не это. Инна, я не знаю, ты помнишь или нет, первый наш разговор, когда вы вышли со мной на контакт, мы начали говорить, это тоже было связано с войной, и мы поговорили, я сказал, что были всего, вот я знаю только 3 русских, которые признали право за чеченским народом. Я тогда думал, что ты тоже русская, я сказал про тебя, сказал про Сашу, про Александра Литвиненко и сказал про Володю Буковского, который, конечно, такой же русский, как и я, наверное. И поэтому вот всех, кого бы мы ни называли того периода, журналисты, правозащитники, все оправдывали эту войну. Все осуждали какую-то личную трагедию, если касалось, защита прав человека. Вот они говорят, вот убить там такой-то, такой-то. А то, что убивают весь народ и всю нацию из-за того, что они изъявили создать свое государство, об этом никто не говорил. Никто. Ни журналисты. А вот почему журналисты тогда освещали войну и они посещали чеченцев? Русские, российские силовики, российские военные их к себе не пускали. Это было операцией прикрытия. Журналисты, на самом деле, среди нормальных журналистов были журналисты-засланцы, которые выведывали информацию и передавали ее. И для чеченцев, конечно, было сложно, особенно в Первую войну, разбираться, кто работает на силовую структуру, на ФСБ, или на ФСК, или на МВД, чей он агент, или он журналист. И всех принимали. И всю эту информацию, которая в последующем оборачивалась для чеченцев большими проблемами, она передавалась от журналистов. Это был такой заброс агентуры среди чеченского сопротивления. Это уже мы потом со временем начали узнавать и стали каким-то образом от этого отгораживаться. Сегодняшние журналисты, мы же знаем от солдатов, да, он был среди нас, он был в наших окопах, он бывал с чеченцами, бывал в президентском дворце. Казалось бы, Андрей Бабицкий, который якобы пострадал из-за войны в Чечне, его посадили, а в конечном итоге они его рассекретили только
после 2014 года, когда началась украинская война. Вот тогда уже окончательно он заявил о своей позиции, что он всецело поддерживает и Путина, и войну в Украине. Вот точно так же, вот просто поименно, если говорить о них, ну, это Андрей, он покойный, я не хочу сейчас рассуждать, углубляться, я просто говорю как о факте, да, чем и как он закончил. Вот все эти годы он освещал войну в Чечне, как бы якобы поддерживал чеченцев и сопротивление чеченское, а в конечном итоге завершилось тем, что он начал работать с ФСК и с ФСБ. И открыто начал работать, говоря и осуждая украинцев, и настаивая на том, что война праведная, которую развязал Путин и Россия. Известный террорист на самом деле был сотрудником российских спецслужб, говорит Черкасов. И тут замечательный кульбит. Шамиль Басаев работал современным Вагнером. Попасть на войну в Карабах, в Абхазию русские добровольцы могли только через Грозный, через подготовку Басаева. Примерно как в 2022 году, чтобы пойти воевать в Украину, добровольцам нужно было отправиться в Грозный, ну, наверное, к Апте Алаудинову и попасть в один из отрядов Ахмат. Потому что было это еще в 2022 году, работало это в Грозном, еще до того, как вагнера начали людей массово вербовать. Но вообще-то получается, что Шамиль Басаев в 1992-1993 годах работал тогдашним Вагнером. Он действовал в интересах Российской Федерации там, где Российская Федерация не хотела поднимать свое знамя. И самый главный вопрос для всех, почему Ельцина защищают? Почему этот период они защищают? Могут обвинить и Дудаева, и Басаева, и Гилаева. Но кто создавал эту ситуацию тогда? И для Гилаева, и для Басаева, и для всех. И вообще, как складывалось, что появились горячие точки, куда направлялись добровольцы откуда-то, да? Или с чеченской стороны, или с северо-кавказского, да, работа с ними проводилась, это никто не скрывает, и ни Шамиль Басаев это не скрывал, ни Гилаев не скрывал, что они в свое время вместе с русскими отстаивали абхазцев и абхазскую свободу. А кто начал и кто развязал эту войну там тогда? Это Шеварднадзе начал войну. И вообще вот весь этот период и все, что тогда происходило. И почему очень важно то, что ты делаешь сегодня, Андрей делает, вы рассказываете о тем. Я хочу напомнить, что Ельцин получил власть от КГБ, ликвидировав коммунистическую партию, КПСС, вот то, под кем находилась КГБ. И с этого времени, с этого периода КГБ имеет абсолютную власть. И это произошло благодаря Ельцину. Ельцин получил власть от КГБ, и он вернул власть КГБ. Он и вернул. Вот все три кандидата, которые были объявлены преемниками Ельцина, которые оспаривали выборы, это были все трое выходцев из КГБ. Примаков, Степашин и Путин. Поэтому за всеми этими провокациями и за всем, что сегодня происходит в России и связанное с Россией в мире, за всем этим, у истоков всего этого стоял Ельцин и сегодняшние так называемые ельцинисты, которые пытаются представить его в качестве демократа, человека, который действительно хотел или совершил какие-то демократические реформы. Ничего подобного. Это так было задумано, и так они это и реализовали. И поэтому сегодня могут обвинить кого угодно, в чем угодно, чтобы обелить Ельцина, и Басаева, и Дудаева, и Закаева, и Гилаева, всех, кто стоял тогда и в тот период на позиции независимости чеченского государства. Меня, конечно, потрясает вот эта параллель, как сегодня так называемые хорошие русские на Западе вбрасывали все это время на украинскую аудиторию мысль, что это чеченцы идут убивать украинцев, чеченцы идут убивать украинцев. Также сегодня получается, да, исходя из этого, что они внушают грузинской аудитории, это чеченцы вас убивали в Абхазии, это Басаев, то есть вот то же самое, та же самая методичка. Я хочу обратить внимание именно наших зрителей, чтобы вы уловили эти методички, эти вбросы и не велись, потому что цель одна –
расколоть единство народов, которые борются за независимость от России. Больше цели нет. Мне очень понравился вот этот пассаж. Виктор Бут торговал советским оружием из офшорной зоны в Чечне и добавил для убедительности аэродромы Северные и Калиновская, подчеркивая, что он в курсе. Виктор Бут, который в начале 90-х торговал оружием в странах третьего мира, торговал российским оружием в странах третьего мира, то есть бывшим советским оружием. Но как он это делал? Он это делал не с территории Российской Федерации. Он это делал с территории, которая не очень подконтрольна Российской Федерации, с такой офшорной зоны. Его операционные базы находились где? В Чечне. Аэродромы Грозный Северный и Калиновская. И получается так, что та половина оружия, которую якобы Павел Грачев неизвестно зачем оставил в Чечне, выводя оттуда войска в 1992 году, она вряд ли досталась чеченским ополченцам 1994 года. По крайней мере, у них в руках большая часть этого оружия просто не была видна. А то, что это оружие как-то могло сыграть в том тайном экспорте в страны третьего мира или в вооружении боевиков локальных конфликтов на постсоветском пространстве, это более вероятно. То есть получается, что для действий российских силовиков в начале 90-х Чечня была важнейшим регионом. Нет, дело в том, что Черкасов, конечно, лукавит во всем, что он сегодня сделал. Они лукавят, потому что они понимают, они состоялись как личности на чеченской трагедии. Под разными марками. Одни в шкуре правозащитников, другие в шкуре журналистов, ведущих там. Одно слово скажут, и самое главное, они все представляли эту войну, агрессивную преступную войну России, они ее представляли как гражданскую войну. Они тем самым снимали ответственность с руководства, высшего руководства России, что они развязали агрессивную и преступную войну на территории Чеченской Республики. Никогда никакой Бут на территории Чеченской Республики его не было. И он знает это. Но его имя названо именно с целью, что вот настолько был нашумевший и очень известный оружейный барон этот Бут, и поэтому его прямо с Америки, с Черкасов притащил в станицу Калиновская. Да? Вот это просто потрясающе, как можно было вот настолько уйти, углубиться в своей попытки оправдать тогдашнюю войну, тогдашнее убийство чеченского народа и геноцид русских. Все они сплели в одно с тем, чтобы сегодня как можно сильнее разочаровать самих чеченцев, которые сегодня каким-то образом в течение этих 20-30 лет находятся под российской пропагандой, и им представляется сегодня прошлая история ихнего же народа, героическая история народа, представляется как черная страница в истории, что чеченцы сами спровоцировали и сами были виноваты в этой трагедии. Ахмед, удивило, конечно, что господин Черкасов использует совсем уже такие вот низкопробные методички. Что подвигло к вторжению в Чечню? Нефть, и ее там уже не было. Борьба с чеченской мафией? Не было большой мафии, говорит Черкасов. А вот в чем причина? Геноцид русских. Желание позариться на чеченскую нефть, был там ее кровь и слезы. Нефтедобыча там шла почти 100 лет. Оставалось мало. Нефтепереработка, да, это там было. Но нефти там было мало, как и других минеральных ресурсов. Что еще? Борьба с чеченской мафией. Чеченская мафия была некоторым конструктом, которым пугали россиян прежде всего в 1993 году. Надо сказать, что чеченская ментальность, такой анархический дух, утвердившийся там после антифеодальной революции 16-18 веков, он мешал выстраиванию каких-то иерархических структур. А мафия – это структура иерархическая. Не было такой большой чеченской мафии. Но они и заговорили.
в январе 1993 года. Что такое были события, которые потом называли геноцидом русских? Очень много русского населения и в станицах, и еще больше в Грозном. А дальше власть падает. Власть везде падает. Ее нет. И криминальное насилие, от которого невозможно защититься, оно и в Москве, и в Тбилиси, и в Грозном. В Грозном от этого насилия более защищены чеченские семьи, где за каждым чеченцем стоят его родственники, которые могут его защитить. Ингушские семьи. Русским сложнее. Я знаю, там в Старопромысловском районе места, где чеченские ингушские соседи защищали русских. От чего? От того, что жители сел почувствовали, что очень много недвижимости, которая, в общем, ничего не стоит, если хорошенько надавить на ее хозяев. Что они ее могут продать за бесценок. Если не продадут, то и хуже. То есть, при том, что Министерство внутренних дел, мягко говоря, бездействовало, а в каких-то случаях милиция поддерживала своих соседей, это было очень тяжело. Это вызывало бегство людей. Это было связано и с насилием безнаказанным, где-то с убийствами. Но это была криминальная волна в условиях общего падения власти. Ну, в принципе, я это и имел в виду. Конечно, мы со своей стороны были готовы. И еще тогда мы говорили, давайте разбираться в цивилизованном порядке, в цивилизованных судах, независимых судах. Все-таки кто совершил геноцид? Чеченцы совершили геноцид против русского народа, или русские совершили геноцид против чеченского народа. И это системное, не то, что там в 94-м. У нас этому доказательство вся наша история. Со дня соприкосновения с Россией, с Российской империей, чеченцы переживают трагедию. Именно преступные войны, которые можно квалифицировать, имеют все признаки геноцида. Этот факт есть, и Европарламент в 2004 году недвусмысленно заявил о том, что и осудил теракт, и осудил геноцид чеченского народа, признал этот факт, депортацию геноцидом. Верховная Рада в Украине признала геноцид чеченского народа в последние 30 лет, который был совершен российским государством и Россией. И сегодня, конечно, как бы не пытался Черкасов, Яшин и другие с ними, что война началась из-за геноцида русских на территории Чеченской Республики, они сами себе противоречат. И документальные кадры, которые есть сегодня, они существуют, они имеются, они задокументированы международными правозащитными организациями, Human Rights Watch, Amnesty International. Помимо Мемориал, эти организации работали на территории Чеченской Республики, и они недвусмысленно заявили именно о признаках геноцида чеченского народа. И, конечно же, все, что сегодня пытаются делать хорошие русские, пытаясь оправдать преступную войну в Чечне, они несостоятельны. Кто бы это ни делал, Новая газета, Мемориал, а насколько Мемориал, организация была востребована российским обществом, это показал опрос 2-3 года назад, когда Мемориал закрывали. В поддержку этой организации выступили 150 тысяч подписей собрали. Потому что эта структура изначально создавалась КГБ, так же, как и Комитет солдатских матерей, и Мемориал, и все эти организации просуществовали ровно столько, сколько они нужны были вот этой системе, которая ведет сегодня войну в Украине. И все эти люди, которые входили в эти структуры и
сделали себе имя и известность, они сегодня пытаются защитить себя, свое преступное поведение, свое потыкательство и потворство геноциду чеченского народа. Они хотят таким образом, обвинив самих чеченцев, уйти от ответственности, которую они разделяют вместе с той преступной системой, которая развязала и вела эту войну, и ведет эту войну сегодня в Украине. Это продолжение того геноцида и той преступной войны, которую мы сегодня наблюдаем в Украине. И вспомним Яшина, да, который начал говорить, там 2 недели он вел репортаж о том, что он готовит документ, разоблачающий Кадырова и о кадыровских преступлениях. А начал с того, что в Чечне 92-93 год был геноцид русского народа. Вот он преподнес это в такой форме. И сегодня Черкасов подключается не мытьем, так катанием. Он тоже подтверждает, что в Чечне было убийство или уничтожение русскоязычного населения или русских. Но однако ни Черкасов, ни Путин, ни Ельцин, когда мы им предлагаем и вызываем их в Международный уголовный суд, чтобы разобраться, и чтобы они там представили документы и свои аргументы, что они русские уничтожили чеченцев и совершили геноцид против чеченского народа, а что чеченцы совершали геноцид против русского народа и против русских. Мы готовы предстать перед судом. Я еще живой, я представитель этой власти, я представитель этого народа, и всецело беру на себя ответственность. И я готов предстать перед независимым судом и нести ответственность за те поклепы и клевету, которые сегодня навязывают чеченскому народу. И Яшин, и сегодня Черкасов, который подключился к этому. То есть сейчас вот буквально я готовлю программу про доктора Лизу, которая является чуть ли не святой. И если сегодня в русском интернете, на русском языке даже запросишь искусственный интеллект, кто такая доктор Лиза, искусственный интеллект тебе расскажет, что это чуть ли не святая, что это благотворительница, известная на весь мир, филантроп. И нет информации практически, только Freedom украинские, вот я нашла такую программу, где они четко говорят, что доктор Лиза – это преступница, которая похищала украинских детей, вывозила их в Россию. Собственно говоря, Гаагский трибунал выписал повестку, ордер на арест Путина именно по этой статье, что они воровали и вывозили в Россию украинских детей. И вот этот феномен, когда на оккупированную территорию вслед за армией, вслед за убийцами едет некий российский правозащитник заниматься некими правами человека. То есть как это вообще вяжется с конфликтом интересов? Потому что русские вообще-то представляют никакую не объективную сторону, а сторону агрессора, сторону России. И когда когда начинается рассказ о том, как российские правозащитники поехали в Чечню заниматься правами человека, и никому в голову не приходит, что как может сторона оккупанта ехать заниматься правами человека, передавать информацию на Запад москвоцентричную, скрывать информацию, которую передали бы чеченцы. И это все как бы продолжается, потому что сегодняшние хорошие русские – это абсолютно та же самая модель, когда их наделяют некой объективной функцией, но они не являются объективной функцией, они являются стороной России, стороной агрессора. Как вот это объяснить западным слушателям, я не знаю, украинской аудитории, грузинской аудитории, что российские правозащитники не являются свободными, объективными носителями и теми, кто мог бы действительно объективно заниматься правами человека. Потому что недавно совершенно я не слышала этой программы, но я прослушала программу, как вот этот господин Черкасов, как правозащитник, выступал в программе у Виктора Шендеровича на радио «Свобода», и он, посетив Южную Осетию, тоже как правозащитник, рассказывает широкой аудитории, как бы передает политическую оценку ситуации, что, оказывается, Звиат Гамсахурдия был нацист, а Мхедриони были миротворцами.
И мне вот очень хочется сказать, вот когда вы, господа, подходите уже там к Абхазии, да, к 93-му году, 92-93, вам не хочется, например, вот заняться моими правами человека, потому что вы нам навязали переворот, у нас был президент независимой Грузии, мы его выбирали, к нам пришли, Борис Ельцин подписался под этим вводом войск, устроили переворот. Мы не просили привозить нам Шеварднадзе. Но вот, например, господин Савастьянов, да, КГБшник, он гордится этим. Он в программе у Киселева, у Евгения Киселева, рассказывал, как он лично привозил Эдуарда Шеварднадзе. Спасибо, нам не надо было. Вот мои права человека когда-нибудь господин Черкасов не хочет как бы вот поднять этот вопрос. Я бы рассказала о правах человека, украинского населения, русскоязычного населения. Мы пострадали также от вас, от варваров, да, которые пришли к нам. Вот скоро будут события, очередная годовщина, декабрь 91 года. Я очень надеюсь, что нас услышат правозащитники и когда-нибудь поднимут вопросы о правах человека, вот, например, тбилисского населения, которое пострадало, которых убивали, которых мучили голодом. Вот я хотела бы, чтобы ты объяснил зрителям, что такое вот эти российские правозащитники. Это часть этой системы, которая совершала эти войны и геноциды. И правозащитники, и так называемые независимые журналисты, они являлись частью этой кампании. И они делали то, что выгодно политическому руководству. Да, когда речь заходила о том, что Чеченская республика независимое суверенное государство, они отнекивались от этого, мы не занимаемся политикой. Но как только они выезжали за пределы Чеченской республики или в России, или же общались с другими международными организациями, они им давали оценку, политическую оценку, что Чечня попыталась разрушить российское новое демократическое государство, потому что это было бы принцип домино, и Россия развалилась бы, и мы не могли бы осчастливить вот людей и Европу. Именно из-за этого началась война, именно поэтому и идет война и убийство народа, чтобы не допустить большего хаоса. Они давали политическую оценку этим событиям, но только в пользу России и российского руководства, которое развязало эту войну. И этот же принцип сохранялся везде. И в Грузии, и в Азербайджане, и в Армении. Везде, вот где отстаивались интересы России, или за стороной, которая стояла Россия, эти правозащитники оправдывали вот позицию России и российского руководства. Да, они говорили, да, обе стороны, особенно в Чечне. Представьте себе, ядерная держава использует авиацию, ракетные, космические войска были задействованы в этой войне, и эти же правозащитники или журналисты говорили о том, что обе стороны нарушают права человека. Обе стороны нарушают права человека. Вот жертва, которая сопротивляется агрессии, убийству, геноциду, вот эта жертва приравнивается палачу. И говорят, что оно сопротивляется и не всегда придерживается каких-то общепризнанных правил сохранения своей жизни. Вот подход ихний был. Вот просто где, вот в какой период и в каком месте эти правозащитные организации уравнивали жертву с палачом, вот это и был показатель того. То, что мы наблюдали в Украине, да, это они там не успели просто вот так сильно раскрыться, потому что украинцы осознали на самом деле относительно правозащитных организаций, они поняли, чем они занимаются. Хотя они не до конца понимают, или не все до конца понимают, связанное с хорошими русскими, которые сегодня якобы выступают за Украину, но это те же люди, которые привели сегодняшнюю ситуацию и Россию, и привели эту войну в Украину. Потому что они оправдывали войны в Чечне, в Грузии, в Молдавии. Везде они оправдывали Россию и русских, которые совершали эти действия. И в конечном итоге это пришло сегодня в Украину. Вот их подход всегда был вот такой, да? Они вот уравнивали жертву с палачом. Вот правозащитная миссия Мемориала и других, которые работали под колпаком российских спецслужб. А они все работали под колпаком российских спецслужб. А тех, которые не работали под их колпаком,
или их похищали, или их вырезали, или их бомбили. Им не давали возможность находиться на территории Чеченской Республики. Вы помните расправу над Красным Крестом? Убийство было медиков, которое произошло в Атагах. Это, в принципе, была часть этой программы, чтобы выдворить с территории Чеченской Республики все гуманитарные правозащитные организации. И они начали занимать их места уже на территории, на оккупированных территориях, и они сразу начинали говорить, да, нарушают там и российские, но и боевики, и чеченские боевики, сопротивленцы, вот они их уравнивали.